В двух священных мечетях в Мекке и в Медине в каждом году в месяц Рамадан совершают намазы таравих в 20 ракатов. И это достоверно от халифа Умара, да будет доволен им Аллах. Является ли подтвержденным, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, или Абу Бакр, или Умар, или Усман, или Али, или другие сподвижники, или те, кто последовал за ними в первые 3 века, которых упомянул пророк, да благословит его Аллах и приветствует, что они лучшие века, что они полностью прочитывали Коран в намаз таравих? Нет подтверждения тому, что они полностью прочитывали Коран, подобно тому, как это существует сейчас в главных мечетях Мекки и Медины. И то, что делает имам в последнем ракате намаза после окончания чтения Корана, читая длительное дуа, это тоже является нововведением. Если следовать их логике, то тот, кто совершает намаз таравих в месяце Рамадан и прочитывает весь Коран, попадет в ад. Да сохранит нас Аллах. Разве тот, кто восхваляет пророка, да благословит его Аллах и приветствует, попадет в ад? Да убережет нас Аллах. Где же решение? Имам Байхаки по достоверной цепочке передает, что имам Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал: одобряемое нововведение имеет 2 условия. Первое, чтобы оно имело основу в религии. Второе, чтобы оно не противоречило шариату. Что является основой в Мавлиде? Радость пророку, да благословит его Аллах и приветствует, как сказано в Коране. Скажи, это милость и милосердие Аллаха. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что они накапливают. Давайте посмотрим, кто заложил основу Мавлида, правители или имамы мусульман. В исламском мире существует много известных книг по Мавлиду. Один из первых, кто написал книгу о Мавлиде, это имам Хафиз Насируддин Димашки, который подарил ее королю Музаффару, являющемуся зятем Салахуддина Аюби. Музаффар прославился тем, что он ни разу не потерпел поражения в бою, был самым щедрым и самым любящим пророком, да благословит его Аллах и приветствует. В день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он раздавал пищу, собирал ученых и проповедников, чтецов Корана и исполнителей нашидов, тем самым создавалось большое впечатление. Приносил в жертву десятки тысяч голов скота, чтобы накормить бедных и нуждающихся. Имам Хафиз ибн Касир тоже написал книгу о благословенном Мавлиде. 30 имамов написали книги о Мавлиде. Некоторые из них разъясняли, некоторые писали о доказательствах разрешения Мавлида, такие как имам Хафиз Суюти в своей книге под названием «Хуснуль Максид фи Амалиль Мавлид». Это то, что говорят признанные ученые. После всех этих подтверждений нам следует подумать о другом. О шейх Адам, о молодые люди, разве мы дошли до такой степени морального падения и отчужденности, что мы спрашиваем друг друга, достоин ли пророк, да благословит его Аллах и приветствует, того, чтобы мы радовались его рождению? Что это за мысли, которые заставили меня четверть часа доказывать людям, что тот, кто сказал: «О мой Господь, благослови Мухаммада», не войдет в ад? Что за обольщение, в которое мы впали? Мы радуемся рождению пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но собрания для празднования происходят не только в Чечне, а во всем исламском мире, от Индонезии до Марокко. Сейчас мусульмане в Америке, Европе, Австралии и в других государствах мира организовывают много собраний для благословения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Добавьте к этому то, что на этих собраниях возрождают его сунну, нравственность, путь и правдивость в сочетании с радостью и любовью. Да благословит вас Аллах, уважаемый Хабиб Али. Они охвачены сильным сомнением, за которое они цепляются. Они говорят нам, почему благородные сподвижники не отмечали именно этот день. Они ведь были лучшими из людей после посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Почему они ежегодно не праздновали этот день, как празднуют его народы Чечни, Дагестана, Ингушетии и весь исламский мир, кроме этих людей? Ведь сподвижники не основывали школу хафизов. Тогда надо убрать школу хафизов. Сподвижники не заканчивали Коран полностью в намазах таравих. Тогда надо убрать намазы таравих.
Сподвижники не распространяли религию микрофонами, телевизорами, что становится запретным. Все эти мирские средства, которые используются в религии как микрофон во время азана, являются самим поклонением. Если сказать, что все, что они сделали сподвижники, становится неприемлемым, то многие дела, служащие религии, именно такие. Ладно, тогда сподвижники не сражались на пути Аллаха пулеметами, пистолетами, а мечами и кинжалами. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Приготовьте против них сколько можете силы». Значит, в данном вопросе есть облегчение, и поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто внесет в ислам хорошую сунну». По этому поводу ученые ислама говорят, что оставление чего-либо без соответствующего довода на это не относится к законодательству. Это означает, что оставление пророком, да благословит его Аллах и приветствует, чего-либо, а также его сподвижниками и их последователями, не относится к законодательству. Если оставление сопровождается тем, что дает понятие предостережения, то нельзя это делать. Сподвижники праздновали каждый миг, проведенный с пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Когда Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, поднимался на кафедру и проводил проповедь во время своего правления, он упоминал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и плакал, и не мог завершить свое выступление. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, жил в их сердцах, телах, дыхании и в каждом мгновении их жизни. Мир сегодня пленил нас. Люди озабочены мирскими делами. Если спросить детей имена артистов, звезд футбола, то мы найдем их знающими наизусть их имена и даже номера. Мы не упрекаем любителей футбола. Футбол не является запрещенным. Однако, если их спросить имена 5 отцов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или имена его дочерей, или когда он родился, каким было его рождение, или где он родился, куда он переселился, многие из них не смогут ответить. Это первая информация, которую знали дети в прошлом. А сейчас мы находим молодежь в университетах и в других высших учебных заведениях, не знающие это. Мы нуждаемся в этой науке. Да благословит вас Аллах, уважаемый. Мавлид, который известен в Чечне, это тот мавлид, который даровал нам Хабиб Хусейн Джамалул-Лейль из Мекки, да смилуется над ним Аллах. Расскажите нам вкратце про этого уважаемого шейха. Это большой ученый из потомков имама Джамалул-Лейль Мухаммада бин Хасан, из потомков Али. Его прадед имам Мухаммад Мухаджир бин Иса бин Мухаммад бин Али бин Джафар Садык бин Мухаммад Бакир бин Али бин Хусейн, сын Али и Фатимы, дочери посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Дедушка этого имама был известным. Это имам Джамалул-Лейль Мухаммад бин Хасан. Его прозвали Джамалул-Лейлом, ночной верблюд, из-за того, что его дедушка ночью рыдал, поминая Аллаха, как ревет верблюд. Однажды ночью, когда он читал Коран, один из его учеников проходил мимо его дома и услышал его плач, повторяя слова Всевышнего Аллаха: «Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью». Потом он умолкал и заново повторял те же слова: «Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью». Затем повторял слова «одарит любовью», одарит любовью, и так до самого рассвета. Когда прозвучал азан, этот ученик пошел в мечеть. После утреннего намаза ученик сказал: «О мой господин, прошлой ночью я проходил мимо вашего дома и услышал, как вы повторяли до самого утра слова «одарит любовью, одарит любовью». Шейх сказал: «Ты это слышал? Не разглашай и не говори никому, пока я жив». Когда я читал слова Всевышнего Аллаха: «Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, милостивый одарит любовью», мое сердце почувствовало вкус той любви. Меня удивил этот вкус, и я стал повторять эти слова, желая вкусить его еще раз. И Аллах дал мне вкусить этот вкус любви больше, чем в первый раз. Я стал повторять эти слова до самого утра, наслаждаясь божественной любовью.
Этот имам является потомком того Джамалул-Лейла. Он жил в Мекке, был известным ученым, праведным человеком, познавшим Аллаха. У него учились жители Чечни, и им он подарил этот почтенный мавлид. Вы посетили Маулид в Чеченской Республике и услышали нашиды, посвященные пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Заметили вы какое-либо отличие чеченских исполнителей нашидов от наших братьев из арабских стран? Субханаллах, не одно, а много отличий. На меня произвело очень глубокое впечатление исполнение чеченцами нашидов. Во-первых, они своим исполнением нашида передают состояние своих сердец, душ, и ты чувствуешь, что они живут тем смыслом нашида, хотя, возможно, они не понимают смысла некоторых арабских слов. Во-вторых, голос вокалиста, который выглядит как стон, заставляет сердце биться по-новому. И это приводит тебя в восхищение. Как я упоминал тебе, когда была опубликована в интернете наша встреча с главой Чеченской Республики